Зелимхан Евлоев сохранил пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». В эту субботу единороссы республики провели очередной партийный съезд. Проходил он в Малгобеке в Дворце культуры. О всех его подробностях нам расскажет Фарида Миржоева. 26-я конференция Ингушского отделения «Единой России» начинается под звуки гимна. Члены регионального политсовета и контрольной комиссии, депутаты всех уровней, а также представители общественных организаций и средств массовой информации. Около 300 делегатов. В последний раз в таком составе они встречались 3 месяца назад, после выборов депутатов Госдумы и Народного собрания Ингушетии. А сегодня ингушские единороссы подводят итоги партийной пятилетки. С отчетом регионального отделения «Ядро» выступил его секретарь Зелимхан Евлоев. За прошедшие годы «Единая Россия» доказала жителям нашей республики и страны в целом, что способна отстаивать интересы людей, брать на себя ответственность и принимать решения в сложных ситуациях. Более подробно Зелимхан Евлоев остановился на достигнутых победных результатах партии по итогам всех выборных кампаний различного уровня, прошедших с 2012 по 2016 годы. Серьезным испытанием на прочность стали последние выборы депутатов Госдумы и Народного собрания республики, в ходе которых выяснилось, что около 80% избирателей доверяют и голосуют за кандидата в ядро. Первоочередные задачи – это прежде всего направлены на качество жизни наших людей. Это же наши избиратели. Партия должна то, что обещала на выборах, по крайней мере, люди, которые избраны от партии «Единая Россия», должны свои обещания выполнять. То есть программа, с которой мы выходили, она должна быть выполнена качественно, так, чтобы это все нашло отклик в сердцах наших избирателей. 18 сентября в единый день голосования 80% жителей Сунжи также проголосовали из-за придания городскому поселению статуса города. Специальный законопроект от парламента Ингушетии подписал и глава региона. Теперь все силы нужно сосредоточить на том, чтобы новый город соответствовал своему статусу. Если раньше на территории селения Орджоникидзевское строительство высоток было запрещено законодательством, то теперь официально дан старт возведению многоэтажек. Ну а реализация федерально-целевых программ обеспечит Сунжу новыми школами, детскими садами и медучреждениями. И это все не долгосрочная перспектива, а практически настоящая. Это очень значимое, очень такое важное событие в жизни республики. В республике родился еще один город. На карте России, на карте мира еще появится одна точка в республике Ингушетия – город Сунжа. Дополнительные налоги, это дополнительные возможности для горожан. Это, конечно, мы, как я вот в области предпринимательства работаю, соответственно, мы будем развивать в Сунже предпринимательскую среду активно. Вот. Уже есть проекты по строительству технопарка на территории города. Мы подбираем площадку сейчас. Вот. И эти вопросы очень важные. Не обошли на конференции стороной и партийные проекты, реализованные на территории республики, благодаря которым за прошлые 5 лет удалось возвести немало спортивных объектов. Особое внимание единороссы уделяют созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Помогает в этом проект «Единая страна. Доступная среда». А на данный момент партийцы активно трудятся над реализацией новых идей. Почему мы назвали проект «ГАЗ» на учет и контроль? Сегодня отчетливо просматриваются 2 проблемы в данной сфере. Необходимость проведения инвентаризации абонентской базы. Второй момент. Многие годы в республике продолжает оставаться низкий уровень оснащенности приборами учета газа. После отчета собравшиеся перешли к главным темам повестки. Выборы секретаря регионального отделения «Единой России» прошли на альтернативной основе. Делегаты конференции выдвинули 2 кандидатуры – Зелимхана Евлоева и Магомеда Ганиева. А далее объявляется перерыв. По итогам тайного голосования этот ответственный пост партийцы вновь доверили Зелимхану Евлоеву. Также на конференции был избран новый состав регионального политсовета. В процессе ротации он обновился на 30%. Выбрали также новых членов контрольной комиссии и 2 делегатов на 16-й съезд «Единой России», который пройдет в Москве с 21 по 22 января. Наши ряды пополняются. У нас около 9 тысяч членов партии сегодня в региональном отделении. Это несмотря на то, что мы тоже исключаем необходимое количество в связи с тем, что не проживает у нас в республике
ну и по другим основаниям. А в завершении 26-й региональной отчетно-выборной конференции вновь избранный секретарь Ингушского отделения «Единой России» поблагодарил партийцев за оказанное доверие и обозначил приоритеты в предстоящей работе. Это усиление роли местных партийных организаций, выстраивание более тесного сотрудничества с депутатским корпусом, органами государственной власти и местного самоуправления, а также активная работа по новым партийным проектам. Ферида Миржоева, Магомед Дидигов. Итоги недели.